Доброе утро, Ирдик Хелшин, с вами снова Лейла. И вещаю я снова с огорода. Ну, эти вороны меня очень любят, как я вижу. И, друзья, как раз вспомнила про воронов. Я позавчера еще до дождя снимала ролик, но был перед этим дождь. На второй день я немножко сажала рассаду и снимала ролик, но больше ничего в этот день не сняла, и он у меня просто висит. Но я все-таки его вот раз ворона закричала, значит, видите, это как бы судьба. Я вам покажу, что происходило у меня позавчера, получается, даже не позавчера, а 2 дня тому назад, и как меня вороны атаковали в тот день. Вы не представляете, что они со мной вытворяли. Они пикировали, летели ко мне, вот, чтобы действительно вот этого вороненка я не трогала. Но я этот ролик поставлю вот после этого разговора с вами сейчас, а потом уже покажу, что я дальше делаю в огороде. Значит так, друзья, вчера, позавчера были дожди, причем целыми днями, вообще не прекращались. Сегодня с утра, как видите, у нас нет ни дождя, солнышко. В огороде, правда, сыро еще что-то делать. Хотела посадить рассаду, но солнечно, думаю, к вечеру ближе. Тем более, по прогнозу погоды сегодня не стоит дождь, а завтра опять, говорят, будет дождь. Поэтому постараюсь после обеда вечером, ну, часа в 4, посадить свою рассаду. А сегодня, сейчас просто вышла сюда, вот, к картофелю, за мной картофель, вы видите. Колорадского жука просто уйма, почти. Некоторые кустики даже почти сожраты. Я вам сейчас покажу, потому что были дожди. Перед дождями я видела, что есть жук, что нужно опрыскивать. Но эти 2 дня, как вы знаете, этого нельзя было просто сделать. И я сейчас вот налила в свой опрыскиватель отраву. Купила на этот раз Корадо. Не знаю, что будет. Посмотрим. Я обычно их за лето меняю. Но иногда приходится 2 раза опрыскивать, иногда 3 раза. А в одно лето я вообще, по-моему, 5-6 раз опрыскивала от колорадского жука, потому что его было очень много. Посмотрим. И вы знаете, хорошо бы было ее сейчас окучить, но сегодня у меня времени нет ее окучивать. Если завтра дождь стоит, вот уже после этих дождей буду окучивать, потому что окучивать очень удобно, когда земля немножко сырая, влажная, и она хорошенечко делает, ну, хорошо ее можно окучить, удобно, приятно бывает. Сейчас вам покажу, переверну камеру, покажу, сколько жука там. Вот, смотрите, сколько на кустике жука, представляете? Вот, ну, не на всех, но на многих. Вот. Некоторые кусты вообще обсыпаны. Вот. И знаете, что я давно заметила? Я и все, вам сейчас покажу, один кустик так вообще не сожрали. Вот, смотрите, одни эти торчат. Дело в том, что белую картошку жуки любят больше, чем красную. Вот намного больше жуков бывает на белой картошке. А на красной не так много. Значит, у них, видимо, у белой картошки вкуснее ботва. Вот так вот, друзья. Сейчас я быстренько буду опрыскивать. Вот такой у меня опрыскиватель. Но вот я вижу, я его подвешивала в кладовке. Но, видимо, мне кто-то что-то, вот, видите, будет сейчас, наверное, пропускать. И надо будет искать эту штуку. Может быть, можно будет купить просто одну эту штуку. А если нет, так придется покупать и весь аппарат заново. Он вроде бы у меня новенький, в прошлом году только покупала. Ну и раз начала, пока до того, как опрыскивать, покажу вам, что я вот как раз перед дождем, когда вот я говорила вам, что вороны меня атаковали, я в этот день высаживала вот эту вот болгарочку. Болгарский перец высадила я и баклажаны в тот день. Машалла, все, по-моему, ничего не подрезано. Все хорошо. И помидорчики, видите, не подрезаны, вроде бы прижились. Их надо уже подкармливать чем-то. Все прижилось. Болгарка все хорошее. И баклажаны я в тот вечер успела посадить. И очень рада тому, что посадила баклажаны, потому что баклажаны очень капризные.
И вроде бы тоже стоят, ничего, нормально. Ничего не подрезано. Может быть, эта отрава поможет. Я надеюсь. Все в руках Всевышнего. Сорняка, как видите, также много, потому что эти 2 дня вообще был не вариант. Огурчики в некоторых местах проклюнулись, в некоторых нет, не знаю. Боюсь, что у меня в этом году вообще не будет огурцов. Но сама себе сегодня утром проверяла и дала слово, что вот посеяла, вырастет, вырастет. Что не вырастет, больше подсаживать не буду. Вот сколько есть, столько есть. Как мне Галя говорит, ты же не поедешь их продавать. А вообще-то мне ездить не приходилось. У меня покупали прямо вот со двора. Даже очередь бывает, если честно, как бы сказать. Ну, не очередь, не живая очередь здесь стоит, а звонят, там записываются. Я их записываю, кому, когда смогу послать огурчики. Потому что огурчики без отравы, без ничего. И поэтому все хотят их у меня купить. И, в принципе, я всегда продаю рублей на 5, на 10 дешевле, чем на рынке. Вот так вот, друзья. Ну все, больше не буду вам болтать. Видите, как хорошенькие помидорчики. Вот пошли. И вот, где рядом с картошкой, уже и на помидорах жучок. Надо будет опрыскивать. Видите, какие они? Сейчас посмотрим. Вот сколько их. Не одна напасть, так другая. Это всегда с сельским хозяйством. Так, друзья, ну вот, показала вам небольшой объем работы. Быстро сейчас опрыскивать буду. Хотела утром, конечно, чтобы Ибрагим мне их опрыскивал, но еще были кусты влажные, а они рано уехали на работу, поэтому придется самой. Ну ничего. Я в те годы, когда, друзья, у меня было вот по полгектара этих огурцов, в то же время тоже у меня мальчики работали на стройке, Ибрагим был маленький, и сколько я вот эту вот штуку на спине своей таскала. Эти же огурцы же нужно опрыскивать и от тли, и от болезней, от всего их надо часто-часто опрыскивать, и как их хотела витамины сказать, и опрыскивала этими разными препаратами, и поэтому за сезон она у меня со спины не слезала. И подкормку уже тоже листовую делала огурчиком, поэтому вот как-то так, друзья. Видите, картошка все-таки Всевышний знает, когда и дождь нужен, когда и засуха нужна. Вот видите, дождь пошел, хорошо, я перед дождем от сорняка их избавила, они пошли хорошенечко в рост. Вот сейчас бы вовремя еще и окучить, и будет великолепно. Ну, наверное, вот если стоят дожди завтра или послезавтра, не знаю, после этих дождей все оставлю, быстренько еще раз подпушу, сделаю видите, забываю все-таки, память плохая. Окучивание сделаю, подокучу их, если, конечно, Всевышний даст. Вот так. А солнце печет, друзья, между прочим. Тоже чувствуется, как будто бы вот дождевое солнце такое. Печет. Вот такое небо у нас сегодня. Ну все. Вот так вот. Слива. Ну-ка. Чернослив. Вроде бы, уродилась, если только не будет. Видно вам, интересно? Мне не видно, солнышко слепит. Вот, есть уже ягоды. Я очень люблю чернослив. И просто есть. И люблю очень из него варенье. Вот мне ни малиновое, ни клубничное не надо, никакое. Вот именно вот из этой сливы с косточкой. Обожаю это варенье. Есть еще любители такого варенья? Друзья, добрый вечер. Вы не представляете, что тут творится. Из гнезда выпал вороненок. И вороны, если честно, они чуть меня не сбили с ног. И вон теперь, вот видите, я-то не знала, что он там лежит. Он лежал у меня в огороде. Видимо, они его сейчас перетащили. И они начали летать надо мной. Я-то не знаю, что он лежит. Он, видимо, выпал у них из гнезда. Они начали летать надо мной. Прямо, вот видите, прямо над головой. Чуть ли я думала, они меня сейчас собьют. Это что-то бедные, видите, ой, прямо они летят прямо на меня. А вороненок вон же тоже в чужой огород забрался. Жалко, у меня телефон не тот.
Видите, теперь они надо мной тут. Вон вороненок лежит. Видите, они прямо вот летают над моей головой, друзья. Бедные родители. Вот что значит родители. Ай, маленький. А он летать еще не умеет. Видите, вот они вот прямо вот полметра надо мной. Только вот, видите, ну вот прям хотят сбить меня с ног. Знают, что я, вон еще у меня тяпка на руках. В руках, вернее. Вот смотрите, что они делают. Петляют. И прямо надо мной вот петлей летят, чтобы вот сбить меня с ног. Чтобы они... Видите, они прямо на меня летят, друзья. Ой, ужас. Это, мама не сняла, как они летят на меня. Это что-то. Это, наверное, папа и мама. Это что-то, друзья. Я хотела показать вам, как я опрыскиваю картошку аппаратом, а он у меня сломался. Вот эта трубочка, короче, разломалась пополам. И теперь будем старым методом, веничком. Оставить нельзя. Ну, буду завтра утром, наверное, поеду на рынок. Посмотрю, если есть вот эта вот штучка, заменить ее. Заменю, нет, так придется купить новый опрыскиватель, друзья. А что делать? Ну, пошли старым дедовским методом работать. Друзья, дедовским методом очень расходуется препарат. Мне обычно ведро хватало сколько? Ну, на 4, на 5, может быть, даже на 6 рядов. А тут совсем мало хватает. Короче говоря, очень расходуется препарат. И мне придется, наверное, идти в нашу ветаптеку. Остаются как раз те кусты, которые очень сильно обсыпаны жуком. Их оставить в этот раз никак нельзя. И главное, я не умею этим методом работать. Представляете, из-за того, что мне не хватило одного ведра для опрыскивания, мне надо идти в ветаптеку. Очень не хотелось, но пойдемте со мной, как бы придется идти, потому что осталось, главное, самая та картошка, которая сейчас, по-моему, солнце слепит, картошка, которая сильно поражена жуком. Так, есть кто-нибудь на улице? Никого. Вот так вот. И пойдемте теперь по-быстрому, пока еще утро. Солнце буквально на минутку выскочило, такое прям сильное-сильное. Я даже думала, может, не надо прыскать, но оно опять ушло. И видите, у нас так и не пасмурно, и не солнечно. А так, хорошая погода, если честно. Не знаю, друзья, что у меня с голосом. Но он постоянно у меня и какой-то не такой, как раньше. Не знаю, вроде бы не кашляю, вроде бы не болею. Но голос не тот. Мне кто-то говорил, что это может быть какой-то гормональный сбой. Не знаю. Но он мне что-то противен сам себе. Вот такие вот, друзья. Иду со штативом, не знаю, пока нет никого. Иду. Но когда кто-то будет, мне будет неудобно. Вот.
дела. У нас, как я сказала, быстро сохнет. Вот уже на дорогах вообще луж нет, и грязи нет. Вот это вот именно вот я начала замечать вот в нашем селе, здесь в Кантышево. В других местах, вот где раньше я жила, после таких вот сильных дождей, наверное, и 2, и 3 дня не высыхало. Тут прям буквально. Хотя вот опрыскивала картошку, все-таки все ноги уже были мокрые, без галош. Зашла в этих, ну, типа, кроссовки, тапки, ну, матерчатые такие. У них все-таки испачкала и ноги, и намочила. Вот так вот, друзья. Сейчас я, наверное, переверну, штатив поменьше сделаю, вернее, палку. И немножко вам. Вы хоть и видели, но покажу. Так, это значит медресе. Рядом с нами дети учат, изучают Коран, учат читать, писать. Мы тоже сюда ходили. Ну, вот видите, у нас уже деревья зазеленели. А то мне многие писали, что у вас тут нет деревьев. Нет, почему? Есть деревья. Кто живет уже давно, тот, конечно, посадил. Ну, а кто переехал только недавно, они же не успевают и посадить, и вырастить эти деревья. Так что вот так вот. Видите, это двор мечети. Ой, медресе, вернее. Ну и мечети, медресе. Два в одном. Вот такую вот игровую площадочку для себя сделали соседи наши. Ребятишки смотрят на меня, удивляются, что я иду со селфи-палкой. Вот. Что еще не привыкли к блогерам у нас. Так, вот видите, деревьев много. Обожаю березы. Сажала я березы, друзья, 2-3 раза. Но они у меня сохнут. Очень люблю, когда растут березы. Так, видите, как черешня обсыпана. Черешни, но что-то листочки такие маленькие, мало их. Непонятно. Дерево обсыпано. Тутовник. Тоже обожаю тутовник. Очень люблю. Вот. Сюда, в эту аптеку, можно только попасть вот с этих 2 улиц. И практически эти 2 улицы я вам снимаю всегда. Вот. Тут у нас, не знаю, автодром, по-моему, называется. Сейчас покажу. Вот такой вот автодром. Учат ездить, вождению. В селе есть автошкола. Ну, она там, в старом селе, не здесь, в новом селке. Как бы. Вот так вот. Это один из магазинов рядом, который с нами. Ну, 3 магазина у меня тут рядом почти. Почти на одном расстоянии. И трасса. Трасса у нас 2 трассы. Одна с той стороны, одна с этой. Эту трассу называют новой дорогой. Эту дорогу открыли именно в тот год, когда мы переехали сюда жить. Когда мы сюда переехали, первое время здесь не было асфальтированной дороги. А была просто грейдерная дорога. Но в тот же год уже сделали и асфальт. Но несколько лет не было общественного транспорта. Ни автобусов, ни маршруток. Будет очень шумно. Девушка за рулем. Я люблю, когда женщины за рулем. Сама тоже немного водила, буквально очень немного. Дело в том, что было мальчиков, не было дома. И мне приходилось возить огурцы на нашу точку. Но у нас была договоренность. Как только мы приедем, ты больше за руль не садишься. Ну и, конечно, я больше не села. Но, честно признаюсь, люблю, когда за рулем женщина. И вот перехожу дорогу. Наша ветеринарная аптека.
такой тут оптовый продуктовый склад. Но я в этом складе не бываю, никогда не была. Значит, тут мука, сахар, масло, корм, отрубь. Но я не была в нем. В аптеку 2-3 раза. Вот и тут, по-моему, 3-й или 4-й раз. Как я сказала, тут у нас чуть-чуть дороже, чем в Назрани, чем в городе. Но на экстренный случай это очень хорошо, что это здесь, эта аптека здесь есть. Вот так вот, друзья. Дядя Михайлович. Видишь? Ой, так. Колорадский жука хамивик. Колорадский жука еднивик. Дикахфи. Карада едвик. Карада тихая, но мне не хватило одного ведра. Карада 1 миллиграмм на 4 литра. Жука еддики. Жука едвик. Ну что получше, хой? А здесь тут ее. Да. Ну давай, я стихай, а сханцы на мне одного ведра не хватило. Жука едвик. А, пока. Так, пурина. А для телят едят скормини? Что? Эс кормят свеги. И фиде хамсу. Так, девочки, купила препарат, но он, честно вам признаюсь, 2 раза дороже, чем на рынке. 2 раза. Но делать нечего, чтобы ехать, чем ехать туда, придется покупать. Ну, я их тоже понимаю, потому что в этой ветаптеке торговля не такая, можно сказать, бойкая. И за аренду платить надо, и покупают редко, поэтому, наверное, и наценка большая. Но все равно она выручает, аптека выручает. Это у нас вот мини-маркет Олиговский, или мега-маркет, или мини-маркет, я не знаю. Не знаю, видно ли вам горы вон впереди меня. Среди облаков. Так. Вроде бы не убираю селфи-палку. Хочу немножко привыкнуть, чтобы не стесняться. Все равно я этих людей не знаю. Так. Еще немножко вот уже иду обратно другой улицей. Вот 2 улицы, которые ведут к аптеке. Приятная женщина в этой аптеке. Я говорю, у вас дороже препараты, чем на Назрани. Она говорит, ну я только продавец. Вот. Люблю дома из желтого кирпича. У меня поэтому и заборы из желтого кирпича. Видите, какие палисадники перед домом симпатичные. Вообще-то хотела свой дом тоже сделать облицовку из белого кирпича. Ну, не из белого, а из желтого кирпича, как у меня забор. Но пока это остается в мечтах, не знаю, это уже как получится. Но ничего. Я еще не отчаиваюсь. Иногда бывали, конечно, моменты, что было и отчаяние, было то, что казалось, ничего в жизни уже и не нужно, и не будет. Но это проходит. И отчаиваться тоже не надо. Все будет хорошо. Так. Во дворе у них красиво, но не буду направлять камеру. Вообще-то даже заглядывать нельзя в чужие ворота, когда они открыты. Поэтому, ну, у них было красиво. Цветы красивые. Но не буду. Вот так вот, друзья. Теперь мне нужно повернуть. Видите, есть все-таки зелень есть, но видите, тут много участков пустых. Это новостройка. Поэтому деревьев мало. Туда не стала идти дальше. Опять перейду на ту улицу, по которой шла. Ну все, больше ничего интересного нет. Немножко показала вам. Представляете, из-за того, чтобы пойти в эту аптеку, мне пришлось принять душ, переодеться. Не хватило буквально на одно ведро препарата, потому что этим веником все-таки много расходуется.
А был бы этот насос у меня, я бы уже и закончила давно, и потратила много, уйма времени. А тут луж много. Ну, тут, видимо, углубление, поэтому уйма времени потратила. Хотела отремонтировать его, но не получилось. Ой, он у меня висел на стене, видимо. Там мальчики что-то искали или что-то сделали. Да и куда-то засунули, наверное, эту трубку, что она была немножечко у меня порвана, когда я начинала. А только я начала опрыскивать, она у меня совсем сорвалась. Так что вот так, друзья, одышка. Видите, иду быстро и одышка. Одела свои ботинки на низкой подошве. Как хорошо. Хоть и платье длинное, но зато иду спокойно. А то уже на высоких шлепанцах, хоть они у меня и такие, как они называются, на высокой платформе, уже не могу, ноги болят. А когда-то, друзья, я не сходила, я не умела ходить на низкой подошве с обувью. С 9 класса была всегда на каблуках. И когда я вышла замуж, все удивлялись, что я целый день практически хожу на высоких каблуках. Была невеста такая. Меняла по 2-3 платья в день. Это было... Были такие времена, друзья. А когда вот у нас Ураза Байрам, так вообще 3 дня не слезала с каблуков. Когда была молодой невесткой, я обслуживала и все делала на высоких каблуках, причем на шпильках. У меня был такой комплекс, что я низкая. У меня рост 1,60 м, и мне казалось, что я очень низкая. Да и сейчас, в принципе, мне кажется, что я низкая. Но сейчас уже каблуки не мое. Такие вот дела. Понемножечку рассказываю вам о себе. Видите, какой сад посадил мой родственник? Это двоюродный брат моего мужа. Это его участок, он живет сам чуть-чуть подальше. Не чуть-чуть подальше, а хорошо подальше. А тут вот купил вот такой вот огромный участок. И посадил вот такой вот сад, умница. Видите, деревья все побелены, молодые деревья. Годика 2, по-моему, как посадил. И 2 фундамента 2 сыновьям своим заложил. Молодец. Ой, блин, одышка. Фух. Ну, одышка, потому что быстро иду. Еще перед тем, как сюда идти, выпила стакан чая. Я большая любительница чая, друзья. Кофе вообще не пью. Вообще. Даже кружку. Год кружку не пью. Не то, что в день. Когда-то, когда я выпила кофе, у меня поднялось сильно давление. И в течение 5 дней это давление мне не могли скорректировать. С тех пор я даже боюсь пригубить кофе. Хотя мне запах нравится. Но я, в принципе, не очень-то любитель. Но иногда, вот когда такой ароматный запах кофе появляется, иногда хочется хотя бы несколько глоточков сделать. У нас Ибрагим любитель кофе. И Багаудин тоже любитель кофе. Но я с Джабраилом, нам категорически нельзя, у нас подскакивает давление. Вот. Вот такие дела. Вот сейчас я уже на своей собственной улице. Видите, все-таки деревья посадили. Везде посажены деревья. Видите? Но там, где не живут люди, там же, конечно, пока не посажено. Во-первых, я даже еще не знаю, где что у меня будет. Ну, не у меня уже, а у моих сыновей. И где посадить дерево, что. Перед воротами я уже говорила вам, что сажала деревья. Мне нравятся эти березы. Но вот они у меня высыхают почему-то. Вроде бы прирастаются, а потом раз и сохнут. Так, все, теперь отключусь от вас, друзья. Вот и моя Машточка. Машта. Ой, иди, мама золотой. Иди, мама золотой. Машта.
Ходю, Марта, ходили. Нету у мамы ничего, да? Неохота тебе просто. Ну, иди просто поласкаю. Ходили, мама, ходили. Марта, поишки нет у тебя ласкать, да? Я уже по Ишке соскучилась. У меня немножко клубничка там зреет. Хотела бы, чтобы она приехала, но что-то моя внучка не едет. Где мама золотой? Где мама золотой? Ну вот, друзья, я почти дома. Марта. Так, друзья, хоть и вроде бы нет, так солнышка нет, но душно. Вроде бы говорил Ибрагим, что дождя не будет сегодня, не знаю. Но такое впечатление, что будет дождь. Вот так вот, друзья. Сейчас я быстренько добью картошку. Последнее ведро. Надо будет опрыскивать. И сделаю обед маме. И знаете, я когда вот уходила перед этим, думаю, что приготовить на обед. Я-то поела кусочек сыра с хлебушком и чаю попила. И вроде бы не голодная. Думаю, я не хочу на обед ничего. Думаю, что маме быстро приготовить, чтобы мне, не тратить много времени. Думала, а потом вспомнила, что у меня котлеты замороженные стоят. И все-таки думаю, не люблю я эти заморозки, но они выручают, оказывается. Представляете, когда вы спешите, когда что. Сейчас быстро на мантоварке положу, на пару их и сделаю. У меня есть картошка вареная со вчерашнего дня, осталось немножко. Ее тоже подогрею, тоже на пару подогрею быстренько, и будет маме обед. А я действительно из-за того, что вот поела кусочек хлеба, сыра и выпила большую кружку чая, меня даже вот, вы сами слышите, что от быстрой ходьбы у меня была одышка такая. Ну все, друзья, теперь я отключусь. Рассада меня тоже моя ждет. Ну все. Ну что, мои друзья, пойдемте снова. Так, видите, вот там у меня прорывы света были, и поэтому вот так вот все там в плачевном виде как бы. Так, ну вот, друзья, приготовила я еще один раствор, еще одно ведро, надеюсь, хватит, нет, не знаю, но купила только на 14 литров препарат. И, конечно, мне очень не нравится цена его. И вот поможет или не поможет. Виной год и не помогали. Приходилось даже по несколько раз опрыскивать. Так, друзья, ну, по-моему, где-то, наверное, у них еще, скорее всего, на деревьях где-то, гнездо. И они у меня, поэтому меня так атакуют, эти вороны. Как только я приближаюсь сюда, поближе к деревьям, они сразу же начинают каркать, как видите. Скорее всего, вот на этом вот дереве, наверное. Так, земля все-таки влажная. Очень даже влажная. Тряпкой вообще бесполезно проходить. Ой, неужели у меня огурчики не взойдут? Так, на этой алыче было когда-то... А вон какое-то гнездо. Но оно было раньше гнездом сороки. Видимо, это все-таки гнездо вороны, потому что и вороненок здесь позавчера лежал именно здесь. Интересно, куда он у них делся все-таки? Ну вот видите, они меня не взлюбили, как будто бы я виновата в том, что у них ихний вороненок упал. Так, я тут проверяю посаженные посадки свои. И муравьев много. Боюсь, что вот мои огурчики и муравьи подъели. Так, я немного сажала гороха, он вырос, но все в сорняке. Ладненько, друзья, не буду долго и вас томить, и сама. Ой. И шла с ветаптеки. Сейчас переверну вас. Шла с ветаптеки и вижу, ага, перевязали. Вижу, что лошадь соседская была привязана уже к другому забору. А этот забор, эта сетка такая большая, такая толстая. Хочу вам с этой стороны покажу. Вот эта вот сетка, она общая с нашим
Смотрите, какая она. Эта лошадь даже эту сетку сломала. Вот насколько она прочная, самая толстая. Она сломала ее. Но он перевязал. В 2 местах даже чужую сетку сломала. Почему человек? Неприятный он мне. Смотрите, черешня какая. Когда же она у нас созреет? Так, ладненько, лирики мало меньше. Пошли работать. Вот, приготовила на... Препарат был на 9 литров, но я приготовила все-таки только 8. И видите, как эти 4 ряда сожраты. Это, скорее всего, белый картофель. Белый картофель они едят больше. Ну, девчонки, друзья, хватило тютелька в тютельку. И смотрите, как у меня зреет клубничка. Девочки, не умею я ею заниматься, но в этом году вот решила все-таки с осени. Видите? Вот. Везде клубничка краснеет. Если, конечно, соседские дети не сидят. Я вижу, ветку уже сорвали. Они лазят за сливами и за этими за алычой, уже зелеными. Срывают и едят. Так, надо дождаться Аишку и угощать Аишку. Очень сладкая клубника. Я 1-2 съела. И хочу с осени почитаю, поспрашиваю и у вас, друзья, кто клубникой занимается, как ее выращивать. Я не, как-то, как сказать, не умею. Вот была посажена немножко у меня еще давно-давно в том палисаднике, где у меня цветочки клубника. Я ее оттуда сюда вот перенесла, и она вот у меня вот, я ей просто дальше не давала разрастаться. А, наверное, на следующий год все равно я так уже много чего сажать не буду. Может быть, вот так вот сделать рядами, да, вот как картошка у меня сейчас растет. Рядов 5-6 посадить в ряд, купить. И здесь же она у меня еще будет до осени усики пускать. И купить. И, наверное, осенью засадить клубнику, поинтересоваться, прочитать, посмотреть в Ютубе и заняться клубникой немножко. Ну, не просто не заняться, но для себя. Конечно, если на продажу, на что-то, это огромные, наверное, грядки должны быть. Так что, друзья, вот такая вот небольшая у меня наметка. Будем смотреть осенью, что и как. А теперь пойду кормить маму. Потом же дальше что будет. Смотрите, как все зарастает, друзья. Это что-то. Да. Так, видите, надо уже и у чесночка стрелки срывать. Салатик хорошенечко поднимается, укропчик поднимается. Ну, все будет, алхамдулилlah, все будет хорошо, друзья. Настроение у меня сегодня вроде бы нормальное. Вот так вот.